Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, я Юрий Мацарский. Сегодня у меня в гостях, как я и обещал, человек из Минска, из Беларуси, Лев Львовский, экономист проекта Бюро. Лев, приветствую вас. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Я должен уточнить, что Лев сейчас живет и работает в Киеве, в Украине, а делает это не по своей воле. Насколько я понимаю, вынужден был покинуть Минск, вынужден был покинуть Беларусь и перебраться сюда, ну вот ровно после того, что устроил Лукашенко после выборов, которых он совершенно очевидно украл, результат которых он совершенно очевидно подделал и, собственно, узурпировал после этого власть. Скажите, пожалуйста, что произошло? Что вынудило вас и, я так понимаю, тысячи человек, таких как вы, покинуть Беларусь? Какие условия создал Лукашенко для тех людей, которые, скажем так, не во всем согласны были с проводимой им политикой? Ну, люди уезжали не одновременно, люди все еще продолжают уезжать. У всех есть своя толерантность к риску, свои триггерные события. Некоторые люди, которые активно участвовали в протестах 9-13 августа 2020 года, им пришлось уехать довольно быстро, так как их начала искать милиция. Лично я являюсь независимым экономическим аналитиком, то есть я не самый главный борец с режимом, казалось бы, но постепенно из страны начали выдавливать и таких людей. Сначала закрыли крупнейшие в Беларуси СМИ, еще до этого были атаки на независимые медиа. Даже когда СМИ не закрывались, журналистов сажали то на сутки, то по каким-то уголовным делам. Сначала сажали только за выход на протест, потом начали сажать за то, что люди БЧБ флаг в окне увешивали, потом за то, Это что... вот тот самый флаг, который, я прошу прощения, что перебиваю, который на руке у моего гостя. Это флаг, когда-то он принадлежал Белорусской Народной Республике, а сейчас он используется в качестве символа национал-демократической оппозиции в Беларуси. Правильно объяснено? Да, все так. На самом деле сейчас в качестве символа используется уже хоть что. Люди, когда им стали запрещать вешать БЧБ флаги, начали вывешивать просто простые листы А4 в окно. Это тоже был символ несогласия, и людям давали сутки за вывешивание этих листов А4. Сутки заключения. Да, да, безусловно. Затем пошла уже там вторая или третья волна репрессий, атака на НГО, на некоммерческие организации, начиная от клуба любителей животных, заканчивая там обществом защиты птиц Беларуси, общество борьбы со СПИДом, организация, которая помогала подросткам определиться с будущей карьерой. И в том числе пришли и за аналитическими центрами. Наш центр был не единственный, который закрыт. Собственно, сейчас в Беларуси закрыты почти все некоммерческие организации. То есть все, теперь есть только государство, и можно работать только либо на государство, либо с государством. Никакой никакой независимой деятельности, будь то экономическая или там, конечно же, политическая, быть уже в Беларуси не может. Да, осталось пара некоммерческих организаций, но это организации, которые стали на такие проправительственные рельсы, защищают выбор правительства, что бы правительство не выбрало. Это часто выглядит довольно комично, так как мнение Александра Лукашенко по разным вопросам часто меняется на диаметрально противоположное. Например, могу напомнить, что летом 2020 года Александр Лукашенко говорил, что главная атака на Беларусь идет со стороны России, что это Россия хочет захватить Беларусь, посылает каких-то вагнеровцев и так далее. Теперь же Россия — это единственный защитник и оплот Беларуси. Оказывается, атака на нас идет со стороны Европы. Украина в этом списке друзей слэш врагов мелькает то и дело. Тут со статусом Украины Александр Лукашенко все еще не определился. Кстати, вот если мы все-таки, это, наверное, должно стать одной из главных тем сегодняшнего обсуждения, но вот вы сами к ней подошли, история с дружбой Минска и Москвы. Вот сейчас она получает какой-то, я так понимаю, новый поворот, или, по крайней мере, продолжение того движения, которое было прежде, согласованы какие-то 28 планов дальнейшей, как это Лукашенко и Путин называют, интеграции России и Беларуси. Что это за 28 планов? Насколько вообще далеко может зайти эта интеграция и насколько она в принципе реальна?
Здесь я не думаю, что это касается белорусско-украинских отношений. Эти 28 карт, до этого это были 30 карт, 31 карта и А так куда далее. выпадают эти карты? Э, Из колоды Дело, вываливаются. дело в том, что еще буквально до недели тому назад никто даже не знал о содержании этих карт. То есть карты последние 3 года все время согласовывались, разные деятели заявляли, что они почти согласованы, вот-вот будут подписаны, но никто даже не знал их содержания. Со временем часть карт отпала. Это по заявлениям Александра Лукашенко были карты о как раз политической интеграции, остались карты о различной экономической интеграции той или иной степени серьезности. И в итоге при последнем визите Александра Лукашенко в Москву они таки согласовали что-то с Владимиром Путиным. Нам настоящее содержание этих карт не показывают. Российская сторона на своем официальном сайте вывесила список из 28 отрывков, то есть это буквально по одному-три абзаца на каждую из интеграционных карт. И мы И не можем сложить всю картину из этих обрывков. Или хотя бы что-то мы можем предположить, насколько далеко, я прошу прощения за такое выражение, насколько далеко Лукашенко зашел в продаже суверенитета собственной страны Путину. если верить тому, что написано на сайте Кремля, то не зашел никуда. Там максимально размытые формулировки, там употребляется много раз слово синхронизация, гармонизация. Договорились встретиться в 2023 году и о чем-то договориться. Договорились о сближении подходов. Ну, мы с вами тоже можем договориться о сближении подходов к выращиванию бороды, при этом форма бороды у нас с вами будет очень разная. То есть я так понимаю, может быть, я не прав, что Лукашенко в очередной раз придумал какой-то хитрый маневр для того, чтобы продолжать доить российский бюджет, получать финансирование из российского бюджета, получать льготные кредиты из российского бюджета, в обмен давая бесконечные обещания когда-нибудь в будущем все-таки прийти к вот созданию этого самого союзного государства. Здесь мне сложно сказать, кем бы мы ни считали Владимира Путина. Я не думаю, что его стоит считать таким глупым человеком, что его Александр Лукашенко может там обманывать уже в 200-й раз подряд. Вероятно, у Владимира Путина есть какие-то другие идеи. Он понимает, что эти дорожные карты — это такое что-то очень призрачное, что-то нечеткое. Вероятно, у него есть другой план, или мы неправильно понимаем его намерения. Что касается каких-то четких вещей, которые были согласованы во время последнего визита в Москву, это согласование того, что цена на газ для Беларуси не поднимется, не изменится, но как минимум на 1 год. Александр Лукашенко очень давно выбивал идею, чтобы у Беларуси и России был общий рынок газа. Это решено согласовать когда-нибудь не то в 2023 году, не то еще позже, что-то такое. То есть четкая пропозиция только то, что в 2022 году у нас будут цены на газ такие же, как в 2021. Кроме этого, попутно был выдан новый кредит на $640 миллионов. Это тоже не очень много. Год назад Владимир Путин выдавал кредит на $1,5 миллиарда. Это уже что-то более серьезное, но даже $1,5 миллиарда я бы не назвал это платой за суверенитет. Суверенитет продается гораздо дороже. Так что здесь сложно сказать, что конкретно Александр Лукашенко предлагает Владимиру Путину за деньги. Видимо, предлагает не очень много, так Владимир Путин дает не очень много денег. А эти кредиты, они на каких условиях даются? Ну, то есть ведь это же не подарок, это же не то, что Путин взял и подарил Лукашенко эти деньги. Они же даются либо под какую-то конкретную задачу, скорее всего, либо с какими-то определенными условиями, что ты мне должен вернуть в такой-то, такой-то срок под такой-то, такой-то процент. Первое правило бойцовского клуба — никто не должен знать о бойцовском клубе. Мы узнаем только суммы, проценты по этим кредитам и другие условия. Возможно, они идут с какими-то политическими условиями. Мы не знаем, можем только догадываться. Александр Лукашенко согласовывает это за закрытыми дверями с Владимиром Путиным. Слушайте, ну это прям вот абсолютно такое, да, свидетельство полного отрыва руководства сразу двух стран, и России, и Беларуси, от гражданского общества. Потому что я не могу себе представить, чтобы где-нибудь любая страна Евросоюза, любая из наших западных стран-соседок, Польша, Литва, кто угодно, чтобы начинали вдруг их правители раздавать деньги
пускай даже не миллиарды, а миллионы долларов, кому угодно, не объясняя собственным избирателям, на что эти деньги идут и как их будут возвращать. Бог с ним, с деньгами. Это не очень большие деньги для России. Тут скорее поразительно, что речь идет о союзном государстве. Потенциально это какое-то судьбоносное изменение, решение и для российского народа, и для белорусского народа. При этом оба народа не знают, о чем договариваются их правители. То есть, если бы речь там шла о какой-то серьезной, глубокой интеграции, то это было бы тоже довольно удивительно, как так что-то согласовывается, но ни люди, ни эксперты, ни даже высокопоставленные члены правительств не знают содержания этих карт. То есть не понимает никто даже из ближайшего окружения Лукашенко, не в курсе, там, не знаю, министр иностранных дел и министр экономики Республики Беларусь не знают, о чем там договариваются за закрытыми дверями или делают вид, что не знают? Министр иностранных дел, наверное, знает, а вот даже насчет министра экономики я не был бы так уверен. Возможно, что министр экономики был посвящен в карты, которые относятся непосредственно к его области, но даже это не гарантировано. Вот сейчас мы впервые узнали хотя бы по абзацу о том, о чем идет речь в этих картах, но интерпретировать это довольно сложно. Вот, например, там есть такая карта, как синхронизация макроэкономической политики. Вообще ни о чем. Ну, то есть и обо всем и ни о чем Ну, сразу. дело в том, что экономика Беларуси, хоть и связана с российской, это наш самый главный торговый партнер, это все равно очень разные экономики. В России главное — это природные ископаемые, природные ресурсы. В России очень большой внутренний рынок. В Беларусь это малая открытая экономика. Мы много импортируем, например, российской нефти и экспортируем нефтепродуктов. Соответственно, мы по-разному реагируем на различные шоки мировой экономики. И поэтому нам нужна разная макроэкономика. Дело не в том, что мы друзья или враги. Беларуси нужна другая макроэкономическая политика, чем Украине. Мы видели во время последнего кризиса, как в Европейском Союзе, когда экономики, казалось бы, очень интегрированы друг с другом, страдали по-разному от макроэкономических шоков. И греческую экономику, например, пришлось спасать, Всем потому миром. что у них не было независимой макрополитики из-за того, что у них единая валюта, и они не могли девальвировать во время кризисного момента свою валюту, чтобы как-то остаться на плаву. Что означает синхронизация макроэкономической политики между Беларусью и Россией? Она будет как нужна России или как нужна Беларуси? Или если она будет как нужна России, то Россия будет как Германия субсидирует Грецию, субсидировать Беларусь. Просто так сказать, что мы что-то там синхронизируем, это ничего не означает. Вероятно, за этим абзацем стоит какой-то 100-страничный документ или 5000-страничный документ, Который мало кто видел. но мы не можем его обсуждать и комментировать, потому что мы его не видели. Если мы вспомнили как раз об общей валюте, ведь это же одна из тех историй, которые давным-давно продвигают политики из России, из Беларуси, это создание появление некой общей валюты, которая имела бы хождение и в России, и в Беларуси. Насколько вообще реально появление такой валюты? Я думаю, что сейчас это нереально. Даже после оглашения этих 28 карт и российская, и белорусские стороны, представители Нацбанка, высказались, что сейчас еще слишком рано обсуждать единую валюту. Это абсолютно нормально. Тут, опять же, дело даже не в политике, а в самой простой экономике. Нам нужна своя независимая валюта, чтобы реагировать на макроэкономические изменения тогда, когда нам это нужно. В противном плане, в противном случае надо будет как-то согласовывать потенциальные схемы поддержки со стороны России, белорусской экономики. Не знаю, на что готова Россия. Вообще забавно, что когда мы обсуждаем какую-то единую валюту, то часто все представляют себе, что Беларусь откажется от своего рубля, и деньги будут печататься в Москве. На самом деле это тоже не следует из этой фразы. Возможно, что миссионный центр должен предполагаться быть где-то посредине. Опять же, непонятно, На границе как на него поставить? будет влиять белорусская сторона, как на него будет влиять российская сторона, так как у нас просто разные интересы и цели, такие сугубо приземленные.
А, Тем не менее, вообще в какой стадии сейчас находится вот это самое создание союзного государства? Я же такую краткую справку, там, ну, не знаю, насколько правильно или неправильно говорить, называть это справкой, историю из жизни. Я еще был совсем молодым журналистом, наверное, был 99-й год, то есть это больше 20 лет назад, и я попал на какое-то там совещание вот этих вот представителей союзного государства. И поразился тому, что вот сидят люди, и там несколько часов обсуждают абсолютно какие-то пустые вещи. При этом у этих людей, которые обсуждают пустые вещи, хороший оклад у них, у каждого там машина с водителем. Вокруг этого выросло безумное количество каких-то там дополнительных историй, потому что у них и газета была своя, этого союзного государства, и журнал был своего И союзного телеканал. государства, и телеканал у них был своего союзного государства. Это было 20 лет назад. Не было в реальности никакого союзного государства. Но вокруг него кормилось безумное количество людей, как мне показалось, абсолютных бездельников. Вот с тех пор, с конца еще 20 века, еще с тех пор, когда там, я не знаю, когда Россией руководил не вот эта вот бледная моль, а вот старик Борис Николаевич Ельцин, что-нибудь изменилось в судьбе союзного государства? Телеканал и газета остались. Самое главное Они для сотрудников, да. все еще выпускаются, издаются. Это все еще осталось такой некой почетной пенсией для пожилых чиновников высшего ранга, как российских, так и белорусских. У нас нету пограничников на границе, особенно не было до ковида. То есть в этом плане союзное государство действует. Во всех остальных идет бесконечное обсуждение какой-то большей интеграции, каких-то союзных карт. Дело в том, что союзное государство сейчас, если мы представляем себе какую-то степень интеграции, как, например, в Европейском Союзе, не нужно ни России, ни Беларуси. Причем ни белорусским элитам, ни Александру Лукашенко, я думаю, он хочет единолично править своей страной, ни белорусскому народу, который еще до политического кризиса, связанного с фальсификацией на выборах, выступал, были митинги против интеграции с Россией. И не нужен российскому народу. Вот вы знаете такой термин «союзное государство». Почти каждый белорус его знает. Тем не менее, в России большинство людей никогда не слышали о том, что мы находимся в неком союзном государстве с Россией и Белоруссией. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. А почему тогда в эту тему глубоко посвящены и погружены, вернее, белорусы? Это тема, которая продвигается через какие-то государственные или окологосударственные медиа. Эта тема обсуждается политиками. Почему вдруг белорусы знают, а вот россияне не знают? Да, эта тема всегда обсуждается, она используется в политическом поле с абсолютно разных сторон. Например, раньше, я думаю, она позиционировалась как то, что, смотрите, Александр Лукашенко — это последний защитник суверенитета Беларуси, а иначе мы попадем в какую-то зависимость от России, совсем с ними интегрируемся. Теперь это наоборот, теперь Александр Лукашенко подает это как благо, что, смотрите, хоть там какие-то европейцы нас не любят, у нас все еще есть брат, сват, друг в лице Российской Федерации, который должен нас защитить. Александр Лукашенко часто вспоминает о союзном государстве, когда речь идет о том, что на Беларусь накладываются санкции. Он говорит, что, ну, наверное, Россия, как братский народ, член союзного государства, должна как-то компенсировать Беларуси санкции. Вообще, почему эта тема важнее в Беларуси, чем в России, это, думаю, такое довольно естественное. Беларусь гораздо меньше по размеру, чем Россия. То есть, если представить себе какой-то действенный союз, особенно мы же говорим тут не о союзе, как в Европейском Союзе, если представить себе какую-то глубокую интеграцию с Россией, то многие белорусы боятся поглощения. Ну, я прекрасно понимаю, потому что глубокая интеграция в ситуации с Путиным – это, ну, фактически синоним оккупации. В некотором роде, ну, тут оккупация или не, или интеграция, это зависит, собственно, только от вашего отношения к стране, которая вас интегрирует или Или оккупирует. оккупирует. Если вам все нравится, то вы называете это интеграцией, а если не нравится, то, конечно, оккупацией. Вот интересный момент, потому что я так понимаю, что Лукашенко или там кому-то из его представителей, которые часто ездили и продолжают ездить в Москву, насколько мне известно, насколько я понимаю, достаточно часто намекали на то, что давай по-хорошему договаривайся о более тесной, как это называют, интеграции,
Или будет, или вы заходите единым каким-то вот государством в наш союз, или будет просто 6 новых областей в составе Российской Федерации. Почему сейчас эта тема уже не педалируется? Почему? Или эти планы по, там, по оккупации, по поглощению Беларуси на самом деле далеко со стола не убрали, просто на время отложили? Мне сложно рассуждать на эти темы, так как я на самом деле не политолог, а экономист. Могу выразить мое частное, неэкспертное мнение, что это сейчас не нужно и Владимиру Путину. Владимир Путин действительно оккупировал, аннексировал Крым. Тогда это было ему выгодно с политической точки зрения. Да, экономически Россия пострадала, но зато это действительно вызвало какое-то воодушевление в широких слоях российского населения и помогло ему на выборах. Но сейчас, если вы посмотрите на российские соцопросы, то вот этот, то, что называется, крымский консенсус в России, он проходит, он улетучился. Так вот, Люди поняли, что они заплатили деньгами ага. большую цену Я за просто это. думал, что... Я прошу прощения, что перебиваю опять. Я просто думал, что как раз тогда, наверное, с точки зрения вот этих вот узурпаторов, которые сидят в Кремле, так, значит, эффект от прошлой оккупации сошел на нет, нам нужно срочно что-нибудь еще оккупировать и выдать это за нашу главную геополитическую победу. Я не знаю, но думаю, что в политике так не делается. Надо все время придумывать что-то новое. Вот увеличение российской земли, Российской империи действительно один раз сыграло. Надо понимать, что тогда многие и жители Крыма, и многие жители России не понимали, что это будет для них означать с экономической точки зрения, какие будут экономические последствия. Сейчас Россия живет уже почти в десятилетии стагнации. Отчасти это связано и с ценами на нефть, но отчасти это связано и с санкциями, которые наступили после Крыма, и с тем, как пришлось переформатировать политическую систему России, чтобы как-то все это удержать и сгладить. Поэтому я не думаю, что сейчас Владимир Путин действительно серьезно обдумывает какой-то вид оккупации Беларуси, если белорусы, конечно, не будут этого хотеть. А согласно соцопросам, при том, что белорусы позитивно относятся к России и к россиянам, они не хотят жить в одной стране, хотят быть союзниками. А соцопросы, насколько реально сейчас провести в Беларуси конкретный честный соцопрос и получить какой-то действительно такой отпечаток реального общественного мнения белорусского народа? Здесь есть некоторые проблемы. Вообще теперь все соцопросы запрещены. Точнее, надо, чтобы провести соцопрос, нужно согласовывать с каким-то правительственным ведомством, которое, конечно же, вам ничего не согласует. Но можно, наверное, не совсем законно, я не знаю, как это вот чисто в легалистских терминах, проводить репрезентативные соцопросы в интернете. Эти соцопросы репрезентативны, естественно, только для городского населения, но и население, которое пользуется интернетом, но это 80% населения Беларуси, а может быть и больше. Соответственно, это лучшее, что у нас есть. То есть эти опросы не просто там мусор, но да, понятное дело, что есть еще часть населения, которая ими не затрагивается. Если мы посмотрим именно на эти опросы, мы можем понять, как вообще сейчас белорусы относятся к происходящему в стране? Насколько велика поддержка у Александра Лукашенко? Или именно это сейчас посчитать невозможно? Ну, эти соцопросы проходят, конечно же, не каждый месяц. Последний был, наверное, уже несколько месяцев назад. Э, Там видно такие три группы населения. Это база Александра Лукашенко, люди, которые за него голосовали. Наверное, большая часть из них все еще хочет, чтобы он был лидером. Тут надо понимать, что есть большая разница между тем, что человек голосовал в августе 2020 года за Александра Лукашенко и все еще его поддерживает. Ведь в августе 2020 года Александр Лукашенко обещал стабильность, которой сейчас в Беларуси как-то не очень видно. А второй лагерь — это протест, это люди, которые и голосовали против Александра Лукашенко, в основном за Светлану Тихановскую, ну, там было, конечно, и просто против всех тоже протестное голосование. Это около 30-35% населения.
И есть еще серьезный фрагмент, который социологи называют наблюдатели. Это тоже около 40% населения, то есть вот население 20% за Лукашенко, 40% наблюдателей, 40, примерно 40 за протест. Эти наблюдатели в большинстве своем голосовали на выборах за Светлану Тихановскую, но они не готовы как-то выражать свой протест более активно. Они боятся выступать против власти или просто не готовы терять то, что у них есть. Это там общественное положение, работа, квартира, машина и так далее. То есть они на выборах готовы изъявить свою волю, но не готовы как-то дальше защищать свой голос. Что произошло за год? Куда делась обещанная Лукашенко стабильность? Что происходит с экономикой страны? Вот с сентября 2020, когда стало понятно, что режим устоял, что он закрутил все гайки, которые только мог закрутить, загнал протест в максимально подполье или выгнал его вообще из страны, и вот до сентября, до середины сентября 2021 года. С экономикой у нас все очень неоднозначно. Вначале начались все типичные для экономического кризиса негативные экономические процессы. Во-первых, люди потеряли доверие монетарной системе, центральному банку, начала расти инфляция, люди начали забирать депозиты из банков, обменивать рубли на доллары и хранить эти доллары, опять же, там, часто не в банке, а под подушкой. Этот был такой медленный процесс, так как в Беларуси очень много депозитов безотзывных, то есть вы не можете их забрать из банка, когда они вам понадобятся. Только по истечении какого-то срока. Да, да. И банк вам действительно их там никак не выдаст. Негативная внутренняя конъюнктура, уменьшение внутреннего спроса, проблемы с предприятиями, проблемы с общепитом, который кое-как выжил пандемию ковида и теперь столкнулся с новым политическим кризисом. Но в начале 2021 года все изменилось. На Беларуси очень повезло. Начался бум экспорта. Вообще мы ожидали, что мировая экономика будет восстанавливаться после ковида, но не ожидали, что будут так лихорадочно расти цены. Особенно цены выросли на то, что как раз Беларусь традиционно экспортирует. Это и лес, и калий, и в меньшей степени, но все же нефтепродукты. И так как санкции еще не начали действовать к тому моменту, в первом, втором и даже отчасти третьем квартале 2021 года Беларусь достигла исторического пика по своему экспорту. А это означает, что вот настолько большое увеличение потянуло за собой всю экономику. То есть внутренняя конъюнктура все еще негативная, мы все еще ждем, тем более, наступления санкций, но в текущем моменте зарплаты средние действительно выросли, и экспорт тянет на себе всю экономику. Что с курсом белорусского рубля происходит? Он стабилен. В самом начале он был под серьезным давлением. Центральному банку пришлось пойти на такую довольно неортодоксальную политику. Они заморозили всю рублевую ликвидность. Вот ставка рефинансирования, под которую коммерческие банки обычно могут брать ликвидность у Центробанка, она фактически перестала работать. Центральный банк начал проводить такие ограниченные аукционы, когда там банки просили в 10 раз больше денег, им надо было, там, чтобы выдавать кредиты, Центробанк выдавал им там, только мизерную долю, чтобы они могли выживать. За счет этого вот эта дополнительная рублевая масса не вылилась на рынок, и людям было нечего обменивать на доллары. Первое время, август-сентябрь 2020 года, Центральный банк еще дополнительно вливал огромные объемы золотовалютных резервов на рынок, чтобы поддержать курс белорусского рубля. Было влито около $1,5 миллиарда, при том, что все наши золотовалютные резервы на тот момент были около 7 миллиардов. Ну а затем, то есть, действовали по всем фронтам.
В итоге курс белорусского рубля удалось удержать, и он все еще держится. Сейчас даже, наверное, давление идет с другой стороны из-за огромного количества валютной выручки. То есть даже ожидание неминуемых санкций, ожидание тогда того момента, когда они заработают и начнут действовать, все равно не топит курс рубля белорусского. Валютные рынки могут реагировать на какие-то ожидания будущего, если у вас развитая финансовая система и на рынке есть много фьючерсных трейдеров и каких-то спекулянтов. Белорусская система развита не настолько, так что у нас курс складывается просто по факту. Практически нету каких-то трейдеров, которые думают о будущем, о каких-то фьючерсных контрактах. А, соответственно, курс складывается из того, сколько сегодня на рынок принесли рублей и сколько против этого принесли долларов. Что происходит с той частью белорусской экономики, которая не регулируется государством? Вообще, насколько велик этот сектор экономики? Что я имею в виду? Ведь мы с вами начали с того, что после начала протестов огромное количество белорусов вынуждены были покинуть страну. В первую очередь, ну, не в первую очередь, но во многом это были еще люди, которые заняты бизнесом. Во многом это были те люди, которые независимы от государства в плане зарабатывания денег. Те люди, которые не только там не получали ничего от государства, еще и сами создавали рабочие места и платили налоги, которые в конце концов попадали в этот самый госсектор. Сейчас этих людей нет. Вернее, многие из них вынуждены были закрыть свой бизнес, уехать. Что сейчас происходит с частным сектором белорусской экономики? Ну, во-первых, надо отметить, что частный сектор белорусской экономики довольно велик. Он составляет половину белорусской экономики. Более того, все последние годы он рос, и занятость в нем росла, а занятость в госсекторе падала. Действительно, на частный сектор пришелся дополнительный основной удар. Например, еще до выборов во время пандемии правительство выбрало поддерживать в основном государственный сектор, государственные предприятия. Частный сектор, в отличие от других европейских стран, справлялся сам как мог. Ну, те, кто пережили, они вошли в этап политического кризиса. Тут не стоит переоценивать количество людей, которые выехали из Беларуси. Это значимые цифры, но этот процесс, во-первых, все еще идет. Во-вторых, к сожалению, мы не можем точно оценить. То есть речь идет о как минимум десятках тысяч человек, как максимум, возможно, там речь идет о сотнях тысяч, но это не какой-то такой массовый отъезд. Вообще мы знаем по практике, что даже когда начинается война, далеко не все уезжают. Насколько я знаю, население Донбасса уменьшилось в 2 раза. Это означает, что половина людей никуда не уехала, даже при том, что там идет самая настоящая война. Э, Да, извините, я хотел просто уточнить. Вы сказали о том, что не так много, вернее, что значительную часть экономики приходится в Беларуси на частный сектор, и сказали, что это примерно половина. То есть половина — это так или иначе госсектор. Я посмотрел, вот в прошлом году была статистика о том, что меньше 12% в Украине занимает госсектор, все остальное частное. То есть половина в Беларуси, и 12, даже меньше 12, это украинский госсектор. Безусловно, просто у нас очень разные страны. Украина давно идет по демократическому пути, шла по пути приватизации. Беларусь никогда не начинала реально масштабную приватизацию. То есть для Беларуси тот факт, что у нас половина экономики — это частный сектор, это уже большое достижение. Дело в том, что у нас этот частный сектор вырос буквально с нуля за эти годы независимости от Советского Союза. Почему не было приватизации? Кто мешал приватизировать? Насколько вообще адекватно действительности такой большой, современной действительности, такой большой госсектор? Почему не было приватизации, сложно сказать. Возможно, просто повезло. Возможно, были Или не какие-то повезло? планы, но посмотрели на ошибки российской приватизации, решили как-то отложить. Возможно, потому что Александр Лукашенко сам очень верит в такую административно-командную экономику, заводы должны работать, верит в индустриальную экономику и так далее. Здесь это не чистый минус, то, что в Беларуси не было приватизации. Здесь нам и повезло, и не повезло.
С одной стороны, вот эта первичная приватизация и в России, и в Украине, она делалась со значительными ошибками. Просто потому, что в тот момент надо было многое делать быстро, институты еще не устоялись, было мало практики. Сейчас мы, экономисты, гораздо лучше понимаем, как нужно проводить приватизацию, чтобы она оказалась справедливой большей части населения, чтобы люди не говорили, что олигархи там украли заводы, которые строили наши бабушки и дедушки. Но тогда действительно было допущено много ошибок. В России тоже это очень непопулярная тема приватизации. И, соответственно, Беларуси повезло, что мы сохранили до того момента, когда теперь общество нормально понимает, как это делать. Проблема в том, что мы все еще это не делаем. То есть, наверное, приватизацию в Беларуси надо было начинать лет 5, 6, 7 назад. То есть сейчас это решение уже передержали, но тем не менее это не чистый минус. А почему сейчас не происходит этого? Ну, вот почему конкретно сейчас мы понимаем. Сейчас санкции западные или ожидания западных санкций. Сейчас, в принципе, наверное, мало найдется желающих вкладывать деньги в какие-то белорусские госпредприятия, покупать их полностью или хотя бы какую-то их часть. Почему это почему Лукашенко не пошел на это 5, 6, 7 лет назад, когда, ну, в общем, можно было учесть опыт соседей, не допустить их ошибки и привлечь и побольше денег в экономику, и поменьше с себя ответственности за там рабочие места, за пенсии, за все остальное, переложить с плеч государства на плечи частного бизнеса. Почему этого не было сделано? С одной стороны, потому что меньше ответственности, но это и меньше контроля. Я думаю, что Александру Лукашенко нравится, когда значимая часть населения зависит напрямую от решений правительства. Если это частный завод, то сложно заставить их голосовать за того, за кого надо. Другая часть — это, я думаю, просто менталитет Александра Лукашенко. Я думаю, он действительно верит в эту советского вида экономику. Ему нравится, что работают заводы, ему кажется, что частники все разграбят. Третий, более практический пункт состоял в том, что многие переговоры о приватизации натыкались на то, что у Александра Лукашенко в голове лично была какая-то собственная оценка стоимости актива. И если предприниматели, инвестфонды говорили, что они готовы, например, взять этот завод там, условно за 1 миллиард долларов, то Александр Лукашенко считал, что нет, он должен Что стоить... где-то обманывают. Да, его обманывают, он должен стоить 5 миллиардов долларов, и злые капиталисты все еще пытаются разграбить Беларусь. То, что сейчас происходит, я так вкратце об этом сказал. Западный бизнес уходит. Вот известно, вот на этой неделе, совсем пару дней назад буквально, British American Tobacco, один из главных производителей табачных изделий, сообщил о том, что больше не будет сотрудничать с белорусской фабрикой Неман. Я так понимаю, что это не единичная история, что так или иначе, потихонечку западные компании, которые имели какую-то часть бизнеса, имели какое-то влияние на белорусскую экономику, сворачивают свое присутствие в Беларуси. Чем это может грозить? Да, санкции были наложены, но они были наложены с таким люфтом, то есть там уважались контракты, заключенные до, например, 25 июня 2021 года, но постепенно, во-первых, санкций становится больше, во-вторых, они начинают вступать в силу. Это и касается табачной промышленности, это касается банковского сектора, когда наши банки попадают под американские санкции, это значит становятся практически бесполезными для клиентов, если вы не можете держать счет в долларах и делать международные переводы. Это и проблемы с нашим машиностроением, когда БелАЗ, один из таких брендов Беларуси, перестал получать моторы от американских компаний. БелАЗ производится, конечно, в Беларуси, но там есть много иностранных комплектующих. Сейчас они решают, как исправить эти проблемы. Так что санкции будут нарастать больше и больше. Какой эффект от них будет, мы пока не можем сказать. Тут многое зависит от того, удастся ли белорусам при помощи, возможно, российских партнеров, возможно, и украинских партнеров как-то обходить эти санкции.
насколько удастся перенаправить потоки экспорта в другие страны, которые захотят покупать наши товары, например, по какой-то скидке. Сколько мы потеряем в рамках этого перенаправления? То есть понятно, что даже если те объемы, которые мы продавали в Европу, удастся там, начать продавать в другие страны, в какой-нибудь Китай или страны СНГ, то они потребуют какой-то скидки. То есть прибыльность все равно уменьшится. А также самый главный вопрос это то, насколько эти санкции будут расширяться или сужаться. Санкция — это такой динамический процесс. Это не наказание за какое-то конкретное действие. Это понуждение к занятию переговорной позиции. Александр Лукашенко переговорную позицию занимать не очень хочет, точнее, эта позиция «нет никаких переговоров». Продолжаются странные действия на границе Беларуси и Европейского Союза. Это повышает вероятность того, что будут наложены дополнительные санкции. Вы имеете в виду спровоцированный белорусскими властями кризис с мигрантами, которых доставляют в Беларусь самолетами, а потом буквально выпихивают их туда, в нейтральную зону между Белоруссией и Евросоюзом для того, чтобы они пытались отправляться где-то там, находили себя в Евросоюзе. Ну, официально и более корректно только скажу, что каким-то магическим образом мигранты из Ирака и Афганистана и других стран оказываются на границе с Польшей. Белорусские пограничники почему-то никак не могут их поймать до момента перехода. Но я думаю, что европейские страны понимают, откуда торчат уши, и, скорее всего, тоже как-то отреагируют. Другой вопрос — это политзаключенные в Беларуси. Если начать их выпускать, то, возможно, какие-то санкции будут задержаны, приостановлены, в теории, может быть, даже сняты. Тут, опять же, мне сложно сказать, это зависит от европейских политиков, от американских политиков. Третий вопрос здесь — это то, что мы называем антисанкции. Александр Лукашенко тоже любит наказывать тех, кто как-то недостаточно уважительно относится к Беларуси, закрывать производство, говорить о том, что иностранные компании, которые работают в Беларуси, нанимают белорусов, платят налоги в Беларуси. Это какие-то кровопийцы, кровососы белорусского общества. В Беларуси вот запретили продавать продукцию компании «Нивея» и компании «Шкода», потому что они не захотели спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Минске. Кстати говоря, со «Шкодой» произошла даже забавная ситуация. Дело в том, что на белорусский рынок «Шкода» в основном поставлялась из Российской Федерации. То есть, Российской сборки. да, то есть таким образом Александр Лукашенко в рамках своих антисанкций наказал скорее российскую сторону. Но тем не менее. Вы упомянули о экономическом сотрудничестве между Украиной и Беларусью. Мы видим достаточно странную историю. В каком смысле странную? У нас официально власти украинские не признают Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. У нас вообще очень странные какие-то взаимоотношения, именно политические, но тем не менее, насколько я понимаю, с экономическим сотрудничеством Украины и Беларуси все хорошо. Да, я думаю, что в этом и причина, почему Владимир Зеленский никак не может встретиться со Светланой Тихановской, несмотря на то, что и американский президент уже с ней встречался, и большая часть европейских лидеров. Дело в том, что Украина занимает важное место в белорусском экспорте. Вообще, белорусский экспорт составлял в 2021 году, точнее, за январь-март около 8 миллиардов долларов. Из них практически 1 миллиард долларов — это экспорт в Украину. Половина этого — это нефтепродукты. Здесь Украина, насколько я понимаю, экономически-политически оказывается в таком сложном положении. С одной стороны, Украина не хочет покупать нефтепродукты у России. Тут понятная причина. Тут прямой политический конфликт с Россией. А с другой стороны, это означает, что она должна покупать нефтепродукты, которые делаются из российской же нефти, но на белорусских предприятиях. Беларусь — это важный источник нефтепродуктов для Украины. Договориться с какими-то другими источниками нефтепродуктов
Такие переговоры идут, например, с польскими нефтекомпаниями, с азербайджанскими, но, насколько я понимаю, пока что инфраструктуры не выстроена. Кроме того, наверное, Беларусь дает теперь какие-то значимые скидки для Украины, поэтому Украина зависит от белорусской нефти, соответственно, из этого получается вот такая политическая коллизия, о которой вы говорили. То есть мы экономически очень тесно переплетены по-прежнему друг с другом, несмотря на то, что, ну вот формально год уже не поддерживаем, по крайней мере, теплых политических отношений. Да, даже тут речь идет не о всей экономике, а именно о нефти. Например, Беларусь, как сказал, экспортирует в Украину около почти миллиард долларов, а импортирует на около 300 миллионов, то есть гораздо меньше. Мы торгуем продуктами сельского хозяйства, и Беларусь поставляет в Украину, и Украина в Беларусь, злаки немножечко, различного транспорта, там железнодорожные вагоны и так далее. Но все это не критично для обеих стран, кроме вот этого важного пункта по нефтепродуктам. Я, у нас не так много времени осталось, хотел понять, на что сейчас тратят те деньги, которых пока еще в белорусском бюджете достаточно, как мы выяснили. Потому что я читаю новости на этой неделе, а вот, значит, Лукашенко договорился с Путиным об очередном транше, там, 600 с чем-то миллионов долларов. Вот мы видим о том, что так или иначе, да, действительно идет торговля и с Украиной, и с рядом других государств. На что тратятся эти деньги? Миллиард собираются потратить на российское вооружение. Причем, я так понимаю, официально это идет в качестве защиты для защиты от какой-то там гипотетической угрозы со стороны Украины. Больше потратить деньги не на что. Настолько все прекрасно и хорошо внутри Беларуси экономически и социально, что других трат не надо, только на системы ракетные и на танки и пулеметы. Ну, насчет миллиарда на российское вооружение, я думаю, что это такое было хитрое условие российской стороны. Мы выдаем вам кредит, но вы должны купить у нас много всего. Это такая довольно типичная практика. Вообще, зачем деньги сейчас белорусскому режиму? Как я сказал, прямо сейчас ситуация стабильная и даже неплохая. Но если смотреть в будущее, то в экономике есть серьезнейшие структурные проблемы. Скоро начнутся эффекты санкций, и нужно будет много ресурсов на поддержку и проблемных предприятий, которые время от времени выстреливают, и поддержку каких-то социальных функций государства. Начиная с 2022 года, в ближайшие пару лет нам надо будет выплачивать около 3 миллиардов долларов внешнего долга в год. Это серьезнейшие деньги. Даже в 2021 году наш бюджет все еще дефицитный, причем дефицит тоже такой довольно рекордный. Мы пока не знаем, как все сложится к итогу года, но изначально, как минимум до того, как чиновники увидели вот этот экспортный бум, дефицит планировался на уровне нескольких миллиардов долларов. А как сказалось на дефиците бюджета, вообще на экономике, как сказалось такое решение, ну, во многом большевистское решение белорусского руководства нынешнего, как заморозка цен? Я так понимаю, что они зимой заморозили цены, запретили розничным сетям повышать цены на какие-то там социально значимые продукты питания. И, ну, то есть это же не могло произойти просто так. Вряд ли кто-то начал торговать себя в убыток. Каким-то образом нужно было компенсировать разницу между реальной ценой и той ценой, по которой тот или иной продукт находится в магазине. Вообще не стоит верить всем заголовкам белорусских правительственных газет. Наша заморозка цен в этом году была поистине таким кейсом для учебника по экономике. Вы правильно понимаете, что если цены на самом деле заморозить, то где-то начнется дефицит. Так работает рынок. Что сделало наше Министерство марта, Министерство торговли? Они сказали, мы, с одной стороны, замораживаем цены, с другой стороны, когда мы будем видеть, что рыночные цены на тот или иной товар растут, мы будем разрешать одномоментно повышать цены на там, 10-15%. Что это означает? Это означает, что наоборот, этим действием они разгоняют инфляцию. Если вы предприниматель, живете в системе рыночного ценообразования, то когда что-то стало дороже, вы действительно
подняли цену там, на 6%, на 6%. Стало бы дешевле, вы можете немного снизить цену, привлечь больше покупателей. Когда вам говорят, что вы можете изменять цену только раз в год и максимум на 15%, то вы выберете сразу же, обязательно повысить ее на 15%, неважно, какая конъюнктура рынка. Таким образом, все цены повышаются на вот это максимальное значение, которое время от времени разрешает министерство. И сейчас инфляция в Беларуси уже в 2 раза превышает целевой показатель. Если раньше это было 5%, то в этом году уже складывается на уровне 10%. Так может, стоит отказаться тогда, ну, если это порочная практика? Или белорусское руководство никогда не отказывается ни от какой порочной практики, даже если это, очевидно, ну, наносит вред? Ну, если вы спросите меня как экономиста, то я бы, конечно, порекомендовал отказаться. Но белорусское правительство сейчас, видимо, слушает других экономистов. Кого слушает? Кто сейчас нашептывает Лукашенко или кому-то еще, как себя вести? Насколько он зависит, в принципе, при принятии тех или иных решений от людей сведущих, понимающих, или вот все это на уровне директора совхоза так и остается? Я думаю, что сейчас есть очень мало людей, которые могут как-то влиять на решение Александра Лукашенко. В ближнем круге остались только самые лояльные люди. Даже лояльные люди, у которых есть какие-то идеи, которые отличаются от линии партии, думаю, сейчас будут бояться высказывать свои предложения. Так что здесь как раз качество принятия решения, оно сильно ухудшилось и будет ухудшаться еще дальше. Удастся ли Лукашенко и дальше выезжать на этом коньке заботы о простом человеке, о человеке труда, рассказывать о том, что вот сейчас у нас будут новые какие-то социальные пакеты, пенсии, а там больничные и так далее? Или все-таки санкции и уход иностранного капитала заставят его изменить несколько свою вот это вот, свои подходы? Вы так говорите, вы так спрашиваете, удастся ли и в будущем, как будто бы это удается ему А сейчас. сейчас как? Если бы это удавалось, то, вероятно, он смог бы без проблем выиграть выборы в 2020 году. Мы бы сейчас все жили в привычной нам спокойной Беларуси. Как вы понимаете, весь этот политический кризис начался из-за того, что вот этот общественный договор, этот консенсус развалился, и люди больше не ориентируются на такие обещания, даже если они и будут выполняться. А если вот вкратце, вот у нас в оставшиеся 2,5–3 минуты, описать, что же все-таки вот с экономической точки зрения, в экономических процессах привело к разрушению консенсуса? Почему вдруг люди перестали верить Лукашенко? Что он сделал не так, где он свернул не туда? Я скажу, что это точно не был протест пустых холодильников. Экономика не находилась в рецессии, она скорее находилась в стагнации. Последние 10 лет белорусская экономика почти не росла. Я думаю, что общество не в экономическом плане, а просто в социально-политическом развивалось дальше, шло вперед, хотело чего-то нового. Если не получается расти так, то, наверное, стоит попробовать что-то новое. Белорусы часто сравнивают себя с поляками. Поляки растут в среднем на 4% в год, соответственно, на 3% больше, чем белорусы. И когда-то поляки и белорусы жили одинаково примерно. Сейчас поляки живут гораздо богаче, люди так или иначе смотрят на них. Беларусь вообще была лидером по количеству выданных шенгенских виз, то есть очень много белорусов смотрели на Европу и решили, что почему бы не попробовать что-то новое. На это правительство им ответило, что нет, так играть нельзя, вы будете избиты и посажены. Спасибо вам большое, Лев. Я напомню, что гостем сегодняшнего прайма «О-Царский» был Лев Львовский, экономист проекта «Бирок» из Минска, из Беларуси, который сейчас вынужденно живет в Киеве, в Украине. На этом прощаемся. Всего хорошего, Лев. Спасибо вам большое. Спасибо и вам.